Жесткая правда, о которой должен знать каждый. Тысячи пациентов Национальной службы здравоохранения Британии получат ускоренный доступ к новому суперуколу против рака, якобы способному лечить 15 типов заболевания. Британский Минздрав предлагает пациентам инъекционную форму иммунотерапевтического препарата Nivolumab. Ведомство утверждает, что граждане смогут получать двухнедельный или ежемесячный курс иммунотерапии менее чем за 5 минут. Британский профессор Питер Джонсон в одном из интервью заявил: «Иммунотерапия уже стала огромным шагом вперед для многих пациентов Национальной службы здравоохранения Британии с онкологическими заболеваниями, а возможность предлагать ее в виде инъекции за считанные минуты означает, что мы можем сделать этот процесс гораздо более удобным». Чиновники полагают, что внедрение этой технологии может сэкономить пациентам более года времени на лечение ежегодно, что позволит им проводить меньше времени в больнице и высвободить ресурсы персонала. По оценкам, в Англии около 1200 пациентов в месяц могли бы получить пользу от подобного вида лечения. Эта дурно пахнущая история про так называемую супервакцину от онкологии выглядит очень неубедительно, если объективно оценить кадровые проблемы британского здравоохранения. По данным Королевского медколледжа, в 2024 году проблемы в работе службы неотложной помощи привели к 14 тысячам смертям из-за длительного ожидания медпомощи. Можно предположить, что британские глобалисты решили за счет сомнительной инъекции перенаправить высвободившийся из онкологических больниц медперсонал на поддержку работы скорой помощи. Кроме того, очень странно выглядит унификация лечения такого тяжелого заболевания. Каждый случай онкологии имеет свои особенности, и под него разрабатывается индивидуальный комплексный курс терапии. Именно поэтому лечение от рака дорогостоящее и требует больших ресурсов. Видимо, британские власти решили радикально сократить траты госбюджета на социальную политику, а также попутно дать фармкорпорациям испытать на онкобольных новую корпоративную жижу. Товарищи, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылку вы сейчас видите на экране. Там все наши видео без цензуры. Чем меньше бедных, тем меньше бедности. Так можно охарактеризовать ветеринарный подход индонезийских властей в реализации мер социальной поддержки малоимущего населения. Стерилизовать мужчин из бедных слоев для борьбы с нищетой предложил губернатор провинции Западная Ява Деди Мульяди. По его мнению, это поможет контролировать рождаемость. Любящий свой народ начальник собирается мотивировать граждан пройти процедуру выплатами в 500 тысяч рупий. Это 2500 рублей. Чиновник считает, что стерилизация должна быть обязательным условием для получения соцпомощи. Мы хотим гарантировать, что помощь будет распределена справедливо между семьями. Если вазэктомия поможет сбалансировать нагрузку, то ее следует рассмотреть, утверждает Мульяди. Видимо, по мнению одной из групп неолиберальной элиты, под контролем которой находится Индонезия, малоэффективные с экономической точки зрения граждане – это бродячие собаки, чью популяцию нужно снижать. Данная людоедская капиталистическая логика совсем не нова. Ее корни уходят в экономическую теорию Роберта Томаса Мальтуса, британского экономиста, жившего на рубеже XVIII и XIX веков и написавшего очерк «Опыт закона о народонаселении». Основная идея работы звучит так. Рост населения всегда опережает рост производства продовольствия, что неизбежно приводит общество к кризису, а увеличение числа рабочей силы ведет к снижению ее стоимости и, как следствие, росту бедности. Контролировать перенаселение он предлагал двумя путями – профилактикой, уменьшением рождаемости за счет целомудрия и отказа от деторождения или направленными действиями, повышающими смертность – войнами, эпидемиями, голодом. Британские аристократы по достоинству оценили такую народосберегательную методологию и использовали ее в колониальном управлении.
Яркими примерами мальтузианства можно назвать картофельный голод в Ирландии с 1845 года по 1852 год, унесший жизни 1 миллиона человек, а также постоянные вспышки голода в Британской Индии, не стихающие на протяжении всего правления короны и обернувшиеся гибелью нескольких десятков миллионов индусов. А что касается шокирующей социальной политики индонезийских властей, то подобные практики уже становились на поток в другой стране глобального юга. В 70-е многие развивающиеся государства переживали демографический взрыв. В это время идея об опасности перенаселения планеты обретает новое людоедское прочтение. В 1975 году из-за засухи в Индии взлетят цены на продукты питания. Нефтяной кризис приведет к росту цен на импортируемые углеводороды. Инфляция начнет набирать обороты. Рост рождаемости в Индии опережал темпы роста аграрной экономики. Сельское население за годы независимости возросло на 30 миллионов человек, а площади пахотных земель увеличились лишь на 22 миллиона гектаров. Доля земли на душу населения сократилась, а 28% сельских жителей не имели ее вовсе. Большая часть населения Индии находилась в бедственном положении. США и фонд Форда жертвовали миллионы долларов на гуманитарные проекты для Индии, и в их число входила стерилизация. Эти экономические вызовы подтолкнут правительство Индиры Ганди сделать из страны полигон для обкатки сверхбогатыми технологий контроля рождаемости. С 1975 по 1977 в рамках программы планирования семьи, целью которой была борьба с перенаселением, 11 миллионов индийских граждан были принудительно стерилизованы. Мужчин и женщин, не желающих добровольно соглашаться на вазэктомию, насильно сгоняли в лагеря стерилизации. Историки отмечают, что чаще всего власти устраивали облавы в бедных деревнях. Хотя все, как и в Индонезии, начиналось с денежного поощрения за вазэктомию. Вышеупомянутые события происходили не без участия сверхбогатых. В 1968 году глобалисты создали Римский клуб. Он объединил представителей мировой политической, финансовой и научной элиты, которые считали идеи Мальтуса вполне актуальными. Первый доклад организации «Пределы роста» был опубликован в 1972 году. В нем утверждалось, что дальнейшее увеличение населения планеты может привести к истощению ресурсов и глобальному коллапсу в течение 1 столетия. Единственный способ избежать подобного исхода, по мнению сверхбогатых, контролировать тенденции роста. По сей день участники Давосского форума публично озвучивают идею сокращения населения планеты в целях экономии ресурсов. Новости из Индонезии в очередной раз подтверждают актуальность этой людоедской социальной повестки глобалистов. С каждым годом сверхбогатые снимают с себя все больше социальных обязательств. С высоких трибун имущественный класс и речи не ведет о перераспределении материальных благ в пользу людей труда. Все происходит с точностью да наоборот. В развитых и развивающихся странах разрушается система здравоохранения. Она становится менее доступной для рабочего класса из-за ее коммерциализации. Ухудшается качество продуктов питания, растет стоимость жизни и увеличивается социальное неравенство. 1% сверхбогатых корпоратократов беспокоит только приумножение уровня своего благосостояния и сохранение безграничной власти капитала. При этом высокий уровень производительности труда, который удалось достичь за счет автоматизации промышленного производства, позволяет глобалистам обойтись без экономически невыгодной трети населения планеты, прозябающей в бедности. Зачем думать, чем накормить и занять сотни миллионов нищающих граждан, когда более выгоднее вкладывать миллиарды в роботизированных человекозаменителей, не нуждающихся в зарплате? Медицинский фашизм 2021 года и военные столкновения империалистических держав – это не стечение случайных обстоятельств, а инструменты современного неоколониального управления. Нью-Йоркское транспортное управление установило в метро систему наблюдения, работающую на основе искусственного интеллекта. По задумке создателей, нейросети должны предсказывать будущие преступления. Система работает следующим образом. Она сканирует людей на предмет подозрительных действий. Под такую категорию попадают оставленные без присмотра сумки и агрессивное поведение. Нейросети не идентифицируют отдельных лиц. Главная их цель –
Превентивная профилактика. Критики предупреждают о массовом поведенческом контроле, утверждая, что ИИ наследует человеческие предубеждения и может помечать безобидное поведение как угрозу. Они считают, что такие ошибки в будущем могут стоить человеку свободы. Все это прекрасно вписывается в глобальную тенденцию, когда правительства передают функции исполнительной власти от человека машине, создавая карательный аппарат, лишенный гуманности и морали. Мало кто об этом говорит, но подобная так называемая превентивная профилактика преступлений, при котором машина наделяется правом определять, что может трактоваться намерением совершить правонарушение, а что нет, в конечном счете может привести к изменению уголовного права. То есть получить наказание можно будет просто за мысли преступления. В Испании компания Грилка открыла первую в стране фабрику по производству муки и сверчков. Она поставляет свою продукцию в супермаркеты по всей стране. Франциск Пикарнель, один из основателей компании, так описывает процесс приготовления глобалистской муки. Мы разводим сверчков с самого начала, кормим их, даем им расти, затем обезвоживаем и перерабатываем, чтобы превратить в муку, пригодную для использования в самых разных рецептах. Активное развитие глобалистской пищевой промышленности началось в Испании после принятия Европейским Союзом закона, разрешающего добавлять порошок из насекомых в пищевые продукты. Правительство страны покорно следует целям устойчивого развития ООН и позиционирует себя как ключевого игрока в этой антинародной трансформации. Ни для кого не секрет, что еда в вопросе поддержания здоровья человека имеет ключевое значение. Прекрасно знают об этом и сверхбогатые, которые якобы под предлогом борьбы за снижение уровня метана в атмосфере активно борются с фермерским сельским хозяйством и скотоводством, продвигая на рынке муку из червей. Эта системная пищевая диверсия в долгосрочной перспективе может обернуться большим количеством смертей. Все дело в том, что в покрове насекомых содержится хитин. Человеческий организм не умеет его расщеплять из-за отсутствия нужного фермента. Специалисты утверждают, что это может вызвать серьезные проблемы с пищеварением и опасные аллергические реакции. При активном потреблении насекомых хитин скапливается в легких и кишечнике и может вызвать рак. В недавно открывшемся в Кремниевой долине Быстропити Бургер Ботс повара автоматизированной линии могут штамповать мясные котлеты менее чем за 30 секунд. Роботам не нужен здоровый сон, зарплата и время на обед. Высокий уровень производительности достигается следующим образом. Два кибернетических дрона-сборщика работают вместе внутри специальной ячейки для готовки бургеров. Каждый из них по принципу конвейера выполняет свою задачу. В ближайшие 5 лет, я считаю, большинство ресторанов будут иметь ту или иную форму роботизированной автоматизации, будь то подготовка в подсобном помещении, сборка или даже обслуживание в зале. Идея заключалась в том, чтобы привнести последовательность, прозрачность и эффективность в сферу общественного питания. Для владельцев ресторанов это означает лучшую видимость расходов на еду, более точное прогнозирование и в конечном итоге лучшее принятие решений, сказала в одном из интервью Элизабет Чонг, владелец стартапа Burger Bots. Создатели кухонных человекозаменителей из компании IBB Robotics публично заявляют, что их изделия идеально подходят для борьбы с дефицитом кадров в сфере обслуживания. Проще говоря, копеечные зарплаты в этой сфере труда так и останутся копеечными. Всех недовольных, видимо, сверхбогатые планируют выкинуть на мороз, а корпорации, имеющие капитал для инвестиций, смогут вложиться в роботизированные технологии и не беспокоиться о кадровом голоде. Всего вам доброго!